Приветствую уважаемых телезрителей и радиослушателей. В эфире программа «Профессор. Доступно о важном» и ведущий, автор этой программы Кимкимен Александр Николаевич, профессор кафедры конституционного и муниципального права Северо-Восточного федерального университета, доктор юридических наук, профессор. Сегодня тема нашей передачи обозначена как передача, посвященная 105-летию основателя высшего юридического образования и науки в нашей республике, доктора юридических наук, профессора, ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Республики Саха-Якутия Михаила Михайловича Федорова. И вот здесь, в рамках этой передачи, мы будем говорить о научной династии семьи Федоровых, об их вкладе в развитие государственности нашей республики в составе Российского федеративного государства, а также в развитии высшего юридического образования и науки. В этой связи мы в нашу студию пригласили заведующего кафедрой теории государства и права, трудового и социального права юридического факультета Московского гуманитарного университета, профессора кафедры международного и публичного права финансового университета при правительстве Российской Федерации, председателя местного отделения Вишняки Московского регионального отделения Ассоциации юристов России, доктора юридических наук, доцента Ольгу Дмитриевну Максимову. Ольга Дмитриевна, приветствую вас. Здравствуйте, я очень рада, что вы меня пригласили. Да, я хочу отметить, что в студии с нами работают наши режиссеры Екатерина Голикова и Михаил Эверстов. Ну, начнем с того, что биография Михаила Михайловича Федорова, она очень богатая. Если говорить коротко, я бы это обозначил: патриот своей малой и большой родины, защитник Отечества, солдат Победы, прокурор республики и основатель высшего юридического образования и науки. То есть мы можем говорить на примере Михаила Михайловича Федорова, что у нас есть достойные сыны, которые действительно прославили нашу родную республику, да, внесли огромный вклад в развитие государственности нашей республики. Я хотел бы отметить, что Михаил Михайлович Федоров был одним из надежных соратников нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Вот на днях мы отмечали его день рождения. Буквально сегодня я был в средней школе номер 40, которая носит имя Михаила Ефимовича Николаева. Вот. Вчера мы проводили специальное мероприятие в Национальном центре медицины, который тоже носит имя Михаила Ефимовича Николаева, вот, посвященное дню рождения. Буквально через 2 года мы будем отмечать 90-летие нашего первого президента. Вот. И он очень уважал Михаила Михайловича, он давал ему поручение работать в составе рабочей группы по разработке союзного договора, потом по разработке федеративного договора. Также Михаил Михайлович активно работал в рабочей группе по разработке проекта Конституции Российской Федерации. Поэтому, конечно же, его вклад большой, и не зря Михаил Ефимович Николаев присвоил ему высокое звание почетного гражданина республики. Но все начинается с малого, да, мы знаем, что он родился в селе Черкёх Татинского улуса. Пожалуйста, расскажите о биографии вашего дедушки. Вы являетесь внучкой, старшей внучкой Михаила Михайловича, и его большой надеждой, вот, работая с ним совместно, всегда ощущал, что он очень вас любит и надеется. Пожалуйста. Да, спасибо, Александр Николаевич, за такие теплые слова в адрес дедушки, да, его наследия и, в общем, того вклада, да, который он старался внести в развитие якутской государственности. Вот. Ну, а родился он в одном из центральных, да, улусов Якутии, в Татинском улусе, который славится своей
своим творческим началом, да, тем, что большое количество писателей известных, да, выходцы именно из этого улуса. И вот в детстве дед рассказывал, да, что он видел писателя Алампу, да, и он бывал в их доме, да, когда еще были живы его родители. Вот. Также ему довелось вживую увидеть Платона Алексеевича Аюнского на большом собрании, да, посвященном там, видимо, годовщине, по-моему, Октябрьской революции, что-то такое. Вот. И он был поражен энергичности, да, этого человека, при том, что он был очень такой, небольшого, да, роста, вот, но буквально захватывал действительно аудиторию. Вот. Но а так о семье, если говорить, да, то со слов дедушки я знаю, что у него была очень такая умная и очень, можно сказать, от природы интеллигентная мама Марфа Петровна Федорова, да, которая очень хорошо вела хозяйство, и пока она была жива, они жили действительно хорошо. То есть у них было такое хозяйство, наверное, все-таки среднее, да, то есть жили они на Аласе Умсан, да, были у них там коровы, то есть у них был такой традиционный образ жизни. Вот. Но, к сожалению, когда ему исполнилось 13 лет, мама у него умерла, вот, и, значит, с этого начинаются уже его такие, сложные, да, годы, да, жизни и взросления. Вот. Ну и еще как-то вспоминается его рассказ о том, вот и как относилась мама, да, к нему. Она, видимо, его действительно очень любила. И был такой эпизод, да, в его жизни, когда он возвращался из школы, да, и мама его поджидала около, да, своего там дома. Вот, и говорит: я вижу, идет большой человек, да, и это, оказывается, ты, да, мой сын Миша. И он говорит: мне это так запомнилось, да, и думаю, может, правда, когда-нибудь я стану большим. Вот. Ну, а отец Михаил Николаевич Федоров, он был строителем. То есть он занимался, да, вот сельскохозяйственными работами, а также он был строителем и нередко уезжал в город Якутск, да, и там участвовал в стройках. Также говорят, что он был участником строительства Черкасской церкви в свое время. Вот. Ну и с отцом он, вообще-то был дружен, да, и уже впоследствии, когда семья, можно сказать, жила без матери, последние годы жизни отец, да, провел уже с сыном Михаилом, вот, и, в общем, ценил очень семейные отношения. Он поддерживал всех своих родственников. Вот, и брата Романа, который остался, да, в Улусе. Вот, очень любил свою сестру Ольгу, которая очень рано умерла в 22 года, но после смерти матери он там какое-то время воспитывался. Еще там такой интересный момент был. Вот зять, да, который остался, получается, после смерти сестры, значит, он был очень, тоже такой интересный человек, и они, да, с Ефремовыми, вот с этой семьей, Михаил Михайлович, поддерживали отношения всю свою жизнь, как родственники. То есть здесь вот тоже очень такой момент. 2025 год решением нашего общенационального лидера, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина обозначен как год защитника Отечества. В нашей республике решением главы республики Айсена Сергеевича Николаева год защитника Родины. И вот в этой части как раз хотелось бы узнать, вот, чтобы наши телезрители, радиослушатели с ваших уст узнали о его боевых подвигах, вот, об его участии в Великой Отечественной войне. Его призвали на фронт в 1942 году. Вот, он сам туда действительно просился с самого начала войны, имел какое-то время бронь. Вот, и когда их призвали, он, видимо, был, и тогда еще уже довольно смелый человек, хотя ему тогда было всего 22 года. И от имени вот всех, да, призывников того времени он говорил речь перед отплытием парохода уже вот на учение, для подготовки, да, для того, чтобы, в общем, потом... Перед отбытием на фронт. Да, перед отбытием уже, да, вот уже в лагерь, в военные лагеря, где шла подготовка. Понятно. Вот, и, видимо, он все-таки выделялся среди всей вот этой массы, да, призывников, потому что его заметили сразу, вот, и предложили не рядовым, да, идти на фронт, а получить военное образование. Поэтому он успел очень быстро, там, за несколько месяцев получить военное образование в училище военном в городе Чебаркуль, и у него было звание лейтенанта.
Вот, и уже как лейтенант он отправился на фронт, да, и попал, в общем-то, ну, такие очень, когда шли очень жесткие бои на территории вот Украинской Советской Социалистической Республики, да, вот, и надо сказать, что действительно бои были очень-очень тяжелые, потому что его дивизия, значит, 143-я, да, Конотопско-Коростенская, краснознаменная, ордена Суворова, стрелковая дивизия участвовала в форсировании Днепра, вот, и они проходили вот этот участок, ну, то есть севернее от Киева через Чернобыльскую область, вот где потом, да, произойдет вот эта трагедия, да, с атомной электростанцией, и, в общем-то, ну, как бы вот эти зоны боевых действий будут уже недоступны, хотя он очень-очень хотел общаться со своими однополчанами в свое время. Ну, конечно, вот ратный подвиг Михаила Михайловича Федорова мы видим в его боевых орденах, медалях, да. И хотелось бы отметить, что вот этот китель Владимир Михайлович Федоров, старший сын, любезно передал вот именной аудитории юридического факультета СВФУ. И вот мы сегодня, участвуя в научном форуме, как раз посвященном деятельности Михаила Михайловича, увидели, да, его китель. Более того, вот нынешнее поколение студентов очень так вдохновленно изучает историю жизни нашего дорогого патриарха юридического образования. Даже я, пользуясь случаем, хотел бы подарить вам вот этот сборник собраний сочинений студентов юридического факультета, где речь идет и о семье, где речь идет о его правнуке Владимире Федорове, да, который, к сожалению, погиб в зоне специальной военной операции. Вот на примере своего деда он также защищал нашу родину, о его вкладе в становление юридического образования, научное наследие профессора Федорова, роль Михаила Михайловича Федорова в создании законодательной и нормативной базы деятельности органов государственной власти, патриотизм как принцип профессиональной и общественной деятельности Михаила Михайловича Федорова, прокурорская деятельность Михаила Михайловича Федорова, роль Михаила Михайловича Федорова в борьбе за реабилитацию репрессированных в Якутии, значение личности Федорова для молодого поколения студентов. Федоров Михаил Михайлович «Семья как главное наследие». Образовательный проект «Истоки права» на примере жизнедеятельности Михаила Михайловича Федорова. Я вот это хочу вам подарить, Ольга Дмитриевна, вашей семье. Я думаю, вы посмотрите и вдохновитесь этими трудами. А продолжая наш разговор, я хотел бы задать вам вопрос вот о его годах деятельности в качестве прокурорского работника. Он же, начиная с помощника прокурора Усть-Алданского района, дошел до прокурора республики. И он первым стал государственным советником юстиции 3-го класса, что приравнивается к генерал-майору. Пожалуйста, расскажите об этом периоде. После демобилизации, да, он как раз вот поступил, получается, на службу, да, в прокурорские органы. Вот. И здесь очень большую роль сыграло то, что у него всегда было большое стремление к знаниям, и ему удалось вот тогда, да, вот эти первые годы, значит, 49-го года, поступить и успешно закончить Всероссийский юридический заочный институт. Вот. И таким образом, да, он стал соответствовать, да, требованиям, которые предъявлялись, в общем-то, к высокому, можно сказать, званию прокурора. Вот. Ну и, соответственно, его карьера прокурорская с этого момента, она довольно успешно действительно развивалась. Вот. И таким образом, после, значит, Усть-Алданского района, да, его назначили как, уже, да, опытного, в общем-то, работника. При этом надо понимать, что действительно в то время в Якутии было мало юридических кадров на самом-то деле, да, поэтому здесь, конечно, вот этот тоже, да, фактор сказывался на вот его быстром, наверное, да, карьерном росте. Ну, в общем, его назначили в Алдан, как он говорил, золотоносный Алдан, вот, которая открыла, в общем-то, ему, видимо, дорогу уже к высшей, да, прокурорской должности прокурора ЯССР. Причем вот работая именно в Алдане, он себя проявил с самой лучшей стороны. То есть у него была высокая раскрываемость, он был очень энергичный, и он говорил, что там действительно при нем был такой, хороший порядок, да. Вот. Ну, а когда его назначили уже прокурором, да, он, знаете, что рассказывал? Рассказывал, что тогда была такая процедура, значит, их вызывали в Кремль, то есть внутри, да, вот этого вот Кремля, всех, да, вот людей, которые занимали
занимали, ну, такие высокие должности в субъектах, или как мы там, регионах, да, говорим, вот, и они должны были ждать, да, в общем, какого-то определенного часа для того, чтобы вот вступить в должность, да, ну, торжественно вступить в должность в зале, вот, там, да, в официальном. Вот, и он говорит, что вот здесь, значит, надо было очень бежать по территории Кремля очень быстро. И вот он это вот запомнил. Очень, говорит, интересно это было, да, и таким образом он впервые побывал, да, в центре, можно сказать, нашего государства, да, вот, в самом таком сокровенном месте, и тоже про это рассказывал. Вот. Ну, а будучи прокурором, он был действительно строгий. То есть от природы человек был очень честный. То есть, можно сказать, он был кристальной честности. То есть он считал, что чужого вообще вот брать нельзя, то есть человек должен, да, там за правду, за честь работать, да, и, в общем-то, добросовестно. Вот. И всегда, в общем-то, требовал этого и от своих подчиненных, и от своих, значит, близких. Вот. И, в общем, ну, поэтому... Ну вот, да, зная Михаила Михайловича, я хотел бы здесь еще и добавить, да, то, что именно благодаря усилиям Михаила Михайловича, как прокурора Якутской АСР, он добился приема у генпрокурора СССР и добился выделения целевых мест в Свердловском юридическом институте, Харьковском юридическом институте. И в результате этого вот простые якутские мальчики, девочки учились там, и из них вышли в люди такие люди высокого уровня, как Колмогоров Василий Васильевич, который дослужился до заместителя генерального прокурора Российской Федерации, значит, Егор Михайлович Ларионов, Афанасий Петрович Ларионов, которые были спикерами палат Государственного собрания Илтумен, Макар Макарович Яковлев, да, знаменитый следователь, один из лучших следователей страны 20 века, Игорь Игнатьевич Николаев. Ну, этот перечень можно продолжать. Я знаю, даже вот харьковчане, выпускники Харьковского института, выпустили специальную книгу о выпускниках. Я тоже видела, это очень знаково. Шикарная вообще-то книга, да, очень красивая фотография. Ну вот, когда мы говорим о путях и о университетах Михаила Михайловича Федорова, что бы вы здесь, в этой части, подчеркнули? Я бы хотела сказать, что он учился всю жизнь, да, то есть начинал он довольно со скромного уровня, конечно, да, то есть это была всего лишь одногодичная юридическая школа, которая позволила ему занять пост помощника следователя, вот, но затем было ВЮЗИ, да, то есть это уже все-таки уровень был более высокий, и у него он стал обладателем, можно сказать, диплома, да, вот высшего образования, которое уже открыло ему дорогу, да, к серьезной юридической работе, но он на этом не останавливался. Поэтому, когда он, да, был отозван, да, с должности прокурора Алданского района, значит, его в тот момент направили на обучение в высшую партийную школу при ЦК КПСС. И вот там он действительно учился добросовестно, очно и очень поднял свой уровень эрудиции, который впоследствии у него был действительно довольно-таки высоким, потому что он очень много занимался действительно. Вот, и он тогда выполнил кандидатский минимум, кстати, вот именно обучаясь, да, в школе высшей партийной. И затем уже, когда он стал прокурором, да, у него, оказывается, уже были материалы, да, и это позволило ему вот в 1968 году защитить, да, кандидатскую диссертацию, кстати, первым из якутов-правоведов, в очень солидном учреждении. Это в Институте государства и права Академии наук СССР. И у него был замечательный, кстати, научный руководитель Виктор Фомич Коток, с которым был очень дружный, и он действительно его очень поддерживал. К сожалению, он потом там через какое-то время, ну, быстро умер, вот, и, ну, как бы, и он остался, можно сказать, без научного руководства, но он не сдался, да, вот, и нашел себе еще одного очень замечательного ученого, очень действительно крупного, да, ученого в сфере истории государства и права. Это Олег Иванович Чистяков, лауреат государственной премии и бессменный заведующий кафедрой истории государства и права в Московском государственном университете имени Ломоносова. Он там проработал, ну, почти, по-моему, 50 лет заведующим. Вот. И вот под его руководством он писал уже свою докторскую на очень, кстати, сложную тему. И здесь я хочу сказать, по сути, ну, это, наверное, даже научный подвиг. Это то, что пробило, собственно, нашей юридической, да, якутской науки дорогу в жизнь. Потому что Михаил Михайлович в этот период работал в самом сложном для изучения государственном архиве, Центральном государственном архиве древних актов. А там акты, они на старом русском языке. Да? И вот он с этим справился и таким образом, в общем-то, был признан.
Да. Ну да, вот действительно научные достижения, они вызывают уважение. Он же стал потом, заимел научное звание доцента, потом профессора, да, потом он стал у истоков высшего юридического образования в нашей республике, имея такой большой багаж знаний, да. И в то время были определенные сложности в получении научной литературы, поиска каких-то фундаментальных трудов и так далее. Но он всего этого добивался благодаря вот своей целеустремленности. Он был голоден до знаний, да, мы можем это сегодня подчеркнуть. Вот, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы вынуждены прерваться на перерыв. Через 4 минуты будем с вами. Будьте с нами, не покидайте. Еще раз приветствую дорогих телезрителей и радиослушателей. В эфире программа «Профессор. Доступно о важном». Сегодняшняя наша передача посвящена 105-летию доктора юридических наук, профессора, основателя высшего юридического образования и науки в Республике Саха-Якутия, ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина нашей республики Михаила Михайловича Федорова. И у нас в студии в гостях заведующий кафедрой теории государства и права Московского гуманитарного университета, профессор кафедры международного и публичного права Финансового университета при правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент Ольга Дмитриевна Максимова. Ну, давайте продолжим наш разговор. Что бы вы выделили из научного наследия Михаила Михайловича Федорова? Ну, я бы хотела сказать, что работая в архивах, да, он работал не только для себя. То есть он старался, да, довести документы, да, до такого уровня, чтобы они стали доступны и с последующим поколениям исследователей. И вот хотелось бы назвать сборники очень таких важных для развития якутской государственности, да, документов. Это всеякутские съезды советов, это очень ценный сборник, к сожалению, он издан давно, да, и поэтому не всем, видимо, уже доступен, а также образование Якутской ССР, памятники права Саха-Якутия, который стал, кстати, очень популярным, да, сборником для исследователей, вот, ну и конституции, конституционные акты Республики Саха-Якутия. И вот эти сборники, на мой взгляд, действительно многим, да, исследователям последующим помогли как-то, ну, разобраться, во-первых, да, в истории Якутской ССР, потом Республики Саха-Якутия и определиться с темой научных исследований. Я считаю, Да. что да, это... Ну, вот именно основываясь на такой хорошей базе, да, теоретической, практическом опыте, он все-таки стал у основ создания юридического отделения при нашем Якутском госуниверситете, да, при поддержке Авсентия Егоровича Мординова, Арианы Ильича Кузьмина, Ивана Григорьевича Спиридонова, да. Вот об этом факте, что вы можете сегодня сказать нашим дорогим телезрителям и радиослушателям? Ну, я хочу сказать, что уникальным вообще-то случаем, да, вот в развитии юридического образования является то, что в Якутии, то есть в ЯССР, да, тогда еще, было открыто первым заочное юридическое образование. То есть не было еще очного, не было возможности, да, как-то его развивать. И вот Михаил Михайлович добился, чтобы хотя бы заочное было. Поэтому с 1982 года, да, мы ведем отсчет, да, высшего юридического образования в Республике Саха-Якутия. Вот. Ну, кроме того, конечно, у него с первых вот лет, да, когда он добился все-таки, да, такого, можно сказать, серьезного, в общем-то, результата, что оно появилось, да, но преподаватели все-таки тогда в Якутии, которые бы вели, да, предметы, ну, там очень большой объем-то на самом деле, да, часов, и предметы сложные, разные, вот не было. И поэтому Михаил Михайлович, можно сказать, по всей стране искал кадры педагогических работников для своего отделения. И вот я помню, был тогда в первые годы доцент Альжанов из Казахстана, которого он как-то нашел. И он нашел еще якутского преподавателя, может, нет, вернее, якута, да, преподавателя из Ярославля. И это был Дмитрий Николаевич Миронов. Вот. И он сумел как-то уговорить его приехать в Якутию, который, в общем-то, не сразу соглашался, потому что он жил вначале там на 2 города, кажется, да, вот, но все-таки ему удалось вот как-то, да, его убедить, вот, ну, а потом, конечно, он сделал ставку, можно сказать, на свои кадры, вот, и поэтому своих лучших учеников он всегда старался настроить на будущую преподавательскую работу, вот, ну, и действительно, где-то что-то получалось, где-то, может быть, не получалось, вот, что касается меня, то он специально, да, действительно меня готовил для
преподавания в ЕГУ, вот, и в общем-то, все для этого сделал, можно сказать, направлял, наставлял, учил. Вот. И, конечно, мне очень в этом смысле повезло, потому что первые годы, да, своей трудовой деятельности я действительно начинала на кафедре правоведения, да, Якутского государственного университета. Вот. И в этот период, кстати, да, вот, Михаил Михайлович вместе со своим, можно сказать, соратником, да, одним из первых выпускников, Александром Николаевичем Кимкименом, да, ну и при моем там скромном участии создали довольно любопытный документ. Концепция об высшем юридическом образовании в Якутии в 1995 году. Вот. И это было представлено на ректорате, кстати говоря, и имело все-таки кое-какие, да, вот, в общем-то, результаты, потому что с этого момента образование действительно стало более, ну, как-то оно стало развиваться, да, и в то время оно действительно было популярным, да, были большие наборы студентов, вот, направления новые открывались, да, вот, увеличились контрольные цифры набора, я помню, то есть уже были большие курсы, и мы уже преподавали студентам в больших аудиториях на 100 человек, да, это были такие поточные аудитории, вот, поэтому, ну, я считаю, что, в общем, никогда не стоял на месте, да, всегда пытался сделать все возможное. Кстати, для того, чтобы обеспечить учебно-методическую часть, он писал учебники, у него есть 2 учебника, лекции по теории государства и права, в то время вот единственный, да, наш источник, откуда мы могли узнать про правовое государство и права человека, вот, и лекции по истории государственности Республики Саха-Якутия. Вот. И это был такой специальный авторский курс, который вел Михаил Михайлович вот как раз в родном университете. Вот как раз касательно истории вот, государственности республики, я в начале передачи говорил, что он был одним из таких надежных соратников Михаила Ефимовича Николаева. Вот хотелось бы, чтобы вы высказали свои мысли об участии Михаила Михайловича Федорова в разработке конституционных документов в 90-е годы и развитии новой государственности в составе Российской Федерации. Ну, что я хочу сказать. Он, конечно, очень радовался тому, что происходят коренные изменения, вот начиная с 89-го года, в 90-е, ну и последующие годы, да, и очень активно включился в эту работу. В общем, он прорабатывал право народов на самоопределение, да, и очень как-то четко, да, в общем, формулировал позицию, да, якутского народа для того, чтобы это было закреплено на уровне конституционных актов. Вот. Ну, и я, как бы, со своей стороны, ну, как член семьи, видимо, да, здесь помню, как он собирался в 90-м году в Москву в командировку для участия в большой уже конституционной комиссии по разработке Конституции Российской Федерации. И вы знаете, у меня было такое чувство, что он как на войну собирается. Он говорил, что где мой саквояж, ничего лишнего не берем, будем отстаивать наши права, да, вот, и очень был такой, ну, очень мотивированный, действительно, вот, и про него рассказывают, что он упорно там продвигал свою вот эту идею, да, о правах человека, несмотря на любые, в общем, возражения, вот, и очень смело себя тогда вел вообще-то на том, да, этапе, и вообще очень гордился тому, что, ну, была принята декларация, да, о государственном суверенитете Республики Саха-Якутия, вот, ну, и вообще провел сравнительный анализ других, да, вот деклараций, которые были приняты у субъектов, в общем, действительно такой научный подход здесь у него был очень серьезный, вот, ну и очень активное участие в разработке проекта Конституции Республики, да. Знаете, у него даже есть, знаете, что гимн, он, кажется, написал гимн Республики Саха-Якутия, вот, если интересно будет, да, вот в дальнейшем научному, да не только, да, вообще юридическому сообществу Республики Саха-Якутия, я думаю, что нам стоит это как-то обнародовать. Да. Ну, конечно, вот вы очень хорошо это отразили, и, конечно, Михаил Михайлович всегда стремился уделить внимание своим ученикам, да, я помню, когда я учился, брал у него учебники, потому что то, что было в нашей библиотеке, Пушкинке, не хватало для всех студентов. Я помню, что он обязательно приглашал за стол в чаепитие. Дарья Ниловна, вот хлебосольная хозяйка, и я помню вот эту квартиру на проспекте Ленина большую. Ну и Михаил Михайлович, конечно, воспитал целую плеяду. Вот мы сегодня гордимся именами наших выпускников, да, которые среди них и Гоголев Петр Васильевич,
и Местников Сергей Васильевич, Балабкина Ольга Валерьевна, зампреда правительства, и Игорь Борисович Стрисков, сенатор Российской Федерации. Вот вы в этой части что могли бы подметить? Ну, я бы могла подметить его отношение. То есть он, конечно, к ним как к своим детям относился. Вот, например, когда кто-то пытался критиковать его учеников, это было совершенно невозможно делать, потому что они, в общем, они были под его защитой. Вот. И он всегда только хорошее, да, говорил о своих учениках, считал, что у них большое будущее, вот, мечтал, что они защитятся, да, вот, пытался подсказывать, да, какие-то идеи для того, чтобы, ну, они могли тоже продвинуть, да, свои идеи. И можно сказать, что действительно удалось, да, потому что Петр Васильевич вот, да, реализовал, можно сказать, мечту Михаила Михайловича. Вот, Александр Николаевич Кимкимен, это была очень большая, кстати, радость, вот когда, да, была защита докторской диссертации, как будто он сам был именинником. Вот. Ну и про девушек, кстати, он очень, да, очень тепло отзывался о Сардане Михайловне Гурьевой, да, которая очень так активно вообще начала свою, да, карьеру и очень четко всегда выражала вот как раз вот эту идею, да, прав человека, правового государства, и, на мой взгляд, действительно, видимо, хорошо учили в то время, да, по теории государства, правового, да, государства, что люди, ну, восприняли это как руководство к действию и достигли, ну, определенных результатов. Ну, еще один блок, наверное, очень интересный для телезрителей и радиослушателей, это достижения внуков, детей, значит, в этой части, в том числе в сфере науки. Пожалуйста, расскажите об этом. Я хочу сказать, что все дети Михаила Михайловича имеют высшее образование. Вот, и все внуки, да, тоже имеют высшее образование. И он всем действительно помогал, вот как мог, да. Понятно, что если речь шла про юридическое образование, возможностей у него, вероятно, было больше, да, вот, но его дети, они получали специальность, ну, по другим, да, сферам. Например, моя мама, Ольга Михайловна Максимова, она окончила, да, медицинский факультет ЕГУ, да, она врач-фтизиатр и кандидат медицинских наук. Вот. Старший брат Владимир Михайлович Федоров, он горняк, да, и он работал в удачническом ГОКе, да, в алмазодобывающей компании, был партийным работником и потом долгое время работал в Министерстве промышленности Республики Саха-Якутия, вот, является заслуженным, да, горняком республики. Вот. Ну, а Михаил Михайлович Федоров, младший сын, значит, он один из первых выпускников действительно, да, высшего юридического образования в Якутии, который основал, ну, по сути, его отец, да, тоже сделал неплохую, да, вот такую довольно заметную карьеру, потому что одно время он был помощником Михаила Ефимовича Николаева. Нет, он был начальником госправового управления, то есть самая главная сердцевина всей работы Михаила Ефимовича, да, именно нормативное обеспечение развития республики обеспечивал именно Михаил Михайлович Федоров II, как начальник госправового управления. Идем дальше, доходим до внуков. До внуков доходим. Ну, до внуков, значит, я первая внучка, старшая. Наверное, мне больше всех повезло, потому что он много занимался моим воспитанием, действительно, да, то есть это непосредственное влияние, да, дедушки на формирование, можно сказать, личности. Вот. Сам придумал мне тему моей кандидатской диссертации, давал советы, научил работать с документами. Вот. Ну и, конечно, очень радовался, когда я заявила о том, что и докторскую, да, буду писать, но, к сожалению, он все-таки не дожил, да, до защиты. Вот. А далее, значит, идет внук Егор, он стал юристом, да, вот. Одно время он работал прокурором в Нерюнгри, вот, ну и сейчас он является адвокатом, то есть вот получается, да, то есть продолжатель этой традиции. Вот. Следующим внуком является Михаил, да, Михаил у нас экономист, да, вот, ну и, в общем, да, ну и как-то был связан с предпринимательской, да, деятельностью здесь, вот. Это дети Владимира Михайловича, вот. А потом идут дети Михаила Михайловича, это Айталина Михайловна Федорова, она закончила МГИМО, да, является тоже экономистом, менеджером, вот, довольно долгое время, кстати, руководила ТРК, вот Туйма, да, она была, да, вот как бы директором, да, этого большого комплекса, вот, ну и в настоящее время тоже, да, занимается предпринимательской деятельностью, а ее муж является тоже адвокатом, таким образом, да, они тоже связаны с нашей профессией, вот, а младший
младший внук Михаил Михайлович Федоров, он закончил ФИ и стал экономистом, вот, и является аналитиком по экономическим вопросам. Вот. А самая маленькая внучка – это моя родная сестра Дарьяна Дмитриевна Максимова. Я считаю, что у нее действительно очень такие заметные успехи, потому что она поступила, да, в Российский государственный гуманитарный университет, где занималась по, значит, специальности французская Канада, Квебек. Вот. И по обмену некоторое время училась в Канаде, действительно. Она хорошо знает французский язык. Вот. И, в общем, это помогло ей, да, впоследствии изучить правовое положение коренных малочисленных народов не только в России, но и вот в Канаде. Вот. И она написала такую работу именно по вот иностранным, да, материалам. Когда она поступила уже после окончания РГГУ в Институт США и Канады, Академии наук. Защитив вот кандидатскую диссертацию, она вернулась в родную Якутию и поступила на работу в известную, кстати, международную организацию «Северный форум», вот, где она является заместителем исполнительного директора и в настоящее время очень активно работает по сплочению арктических регионов Российской Федерации для защиты разных сфер очень важных, там охраны окружающей среды, среды обитания, да, традиционной, коренных малочисленных народов Севера, и различных вопросов социально-экономического развития арктических регионов, арктической зоны Российской Федерации. Вот. Кроме того, она организатор Северного форума по устойчивому развитию. Вот, первого форума в 2019 году он был, начал, да, свою работу благодаря вообще-то научным связям самой Дарьяны Дмитриевны. Потому что когда она писала диссертацию вот в Институте США Канады, у нее были очень известные ученые, которые помогли ей, в общем, создать вот ядро, да, вот этой вот площадки, и впоследствии она стала развиваться. Сейчас это довольно, да, известная, в общем-то, да, и проводится уже на республиканском уровне. Вот. И на самом деле вот через эту, да, организацию Северный форум и вот этот Северный форум по устойчивому развитию Российская Федерация в какой-то мере, да, налаживает отношения с Китайской Народной Республикой в настоящее время и с Индией. Вот. И, в общем-то, что-то у них где-то так получается, хотя, как мы понимаем, да, в международных отношениях очень-очень много сложностей. Вот. Таким образом, она стала, в общем-то, политологом-международником. Вот. Но еще несколько слов можно сказать про правнуков. У него 11 правнуков, да, вот, но некоторые еще маленькие, да, они еще являются школьниками, вот, но моя доченька, да, она уже взрослая девушка, да, и закончила учебу химико-технолога в Российском технологическом университете, да, и внутри него есть такой, да, институт тонкой химической технологии, вот, и в настоящее время она работает научным сотрудником в Институте проблем нефти и газа и занимается проблемами очистки почв от загрязнений нефтяными продуктами, да, в Арктике. Да, это кстати очень говоря, важный, да, очень актуальный вопрос. Очень актуально, да. Вот, мы очень надеемся, что она тоже защитится, да, и таким образом в общем, в нашем, да, коллективе научном семейном еще один кандидат наук появится. Таким образом, на данный момент у нас в семье 2, да, доктора было юридических наук и 3 кандидата наук по разным специальностям. Еще могу добавить, что муж, Ольга Дмитриевна, я вот здесь хотел бы сказать о том, что сегодняшняя передача, которая посвящена 105-летию нашего дорогого учителя, наставника Михаила Михайловича Федорова, и даже сказать о том, что завтра будет у нас торжественное собрание в Думе правительства, посвященное этой дате. Хотел бы вас поблагодарить за то, что вы пришли в эту студию, прилетев из Москвы, вот, сочли возможным принять участие в данной передаче, хорошие слова о вашем дедушке. И, конечно, я думаю, что память о Михаиле Михайловиче всегда будет для нас светлой, и он сделал очень многое для развития своего родного народа и родной республики. Спасибо за внимание.